Здравствуйте, я шеф-повар Даниил Деркембаев. Я рад поделиться идеями некоторых блюд, полезных для маленьких детей. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о чем-то важном для всей семьи. Вы когда-нибудь слышали о 1000 днях окно возможностей? Это время от момента беременности женщины до 2-го дня рождения. Физическое и умственное развитие ребенка от момента рождения до полного потенциала зависит от ухода и питания ребенка именно в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться рецептами, которые будут полезны для вашей семьи. Ингредиенты для этих блюд вы можете приобрести в магазинах. Я уверен, эти блюда понравятся всей вашей семье. Итак, начнем. Сегодня мы с вами будем готовить чечевичный суп с курицей. Для этого блюда нам понадобится чечевица, курица, картофель и растительное масло. Но прежде мы помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Начнем приготовление нашего блюда с подготовки мяса. Для этого нам надо взять свежую курицу. Куриное мясо мы должны очистить от жира и жил. В первую очередь мы удалим жирные части и пленку. Пища животного происхождения, такие как яйца, курица, мясо, необходимы для здорового и крепкого роста ребенка. Начиная с 6 месяцев можно готовить пищу, но ее необходимо измельчать, чтобы она лучше усваивалась. И сегодняшний рецепт из курицы и чечевицы – отличный вариант для обеда или ужина. Мясо нарезаем небольшими кубиками. В принципе, мясо можно нарезать как вам удобно, потому что впоследствии мы все равно мясо измельчим на блендере. После того, как я закончил разделку мяса, я заменю доску и нож и обязательно помою руки, потому что мясо – сырой продукт. И мне не хотелось бы, чтобы у нас было так называемое перекрестное заражение. Все продукты надо готовить на разных досках. А теперь мы помоем и переберем чечевицу. Дополнительное кормление только дополняет грудное молоко, которое получает ваш ребенок. Но дополнительная пища должна быть питательная. Подкармливать ребенка необходимо небольшими частями, но пища должна быть питательная и сытная. А теперь чечевицу нужно тщательно помыть. После того, как мы помыли чечевицу, необходимо порезать картофель. Картофель я предварительно почистил и помыл, поэтому я его сейчас могу свободно порезать. Начало дополнительного кормления детей 6 месяцев требует любви и терпения. Дети познают новый вкус, новую текстуру, и поэтому родители должны внимательно следить за питанием детей в этом возрасте. Пришло время соединить все ингредиенты, которые мы приготовили, в кастрюлю.
Добавляем курицу. Теперь я могу добавить картофель. И далее я добавлю подготовленную ранее чечевицу. Все это я теперь залью горячей водой и поставлю на плиту. Не забывайте, что ребенку необходимо трехразовое горячее питание и 2 перекуса в день из разных продуктов. Кормление должно происходить часто, так как у детей маленькие желудки, но они должны есть понемногу и часто. Когда наш суп начнет закипать, мы должны обязательно снять образовавшуюся пенку. Как только все ингредиенты сварятся, можно готовить блюдо, то есть его нужно измельчить с помощью блендера. Я сниму кастрюлю с огня и буду использовать погружной блендер. Вот такой. Им очень удобно измельчать пищу для маленьких детей. Поэтому я вам рекомендую пользоваться вот такими погружными блендерами. Яйца, рыба, птица очень полезны для развития мозга. Бобы, фасоль, чечевица очень полезны для роста детей. А желтые фрукты и овощи содержат витамин А, который необходим для хорошего зрения. Ну что ж, суп наш готов. И теперь мы можем его сервировать. Для хорошего вкуса я добавлю щепотку сухого чеснока и цедру лимона. Теперь я ее измельчу и добавлю в суп. Все перемешаю и буду сервировать. Чтобы получить доступ к сегодняшнему рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране. Итак, я напомню, из чего мы приготовили сегодняшнее блюдо. Основные ингредиенты: 2 стакана воды, 3/4 стакана красной чечевицы, 1 средний картофель, очищенный и нарезанный, 125 грамм сырого куриного филе, нарезанного на мелкие кусочки, специи. Старайтесь использовать смесь из чеснока и лимонной цедры. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!